Друзья, всем привет! Это моя ночевка около Лубу-Края деревни, недалеко от водопада Силима, до которого около 6 километров ехать отсюда. Вот эта дорога меня привела вот в этот домик уже поздно вечером, и я здесь остановился переночевать ночь, отдохнуть и посмотреть водопады вокруг. Вот такие жуки здесь делают отверстия. Куда он улетел? Жуки грызут деревья, доски здесь. Вот такие огромные отверстия делают в домиках. Вот такая вот ночевка тут была в палатке, обалденная. Дорога была очень опасная. Примерно как вот эта ступенька, если идти ночью. Вот здесь я переночевал, на втором этаже. Здесь костерок. Всю ночь горел костер. Очень круто. Никого не было ночью. Очень здорово, что никого не было. Только под утро один фермер прошел. Очень удивился мне. Вот моя еда. Капуста и лапша. Суп. Там еще одна комнатка есть. Вот такой вид здесь. Вот здесь припарковался. Здесь была ужасная дорога. Жуткая дорога. Продолжительностью 6 километров. 4-6 километров. Теперь нужно отмываться и потом пробовать выезжать отсюда. Вот такая вот тропа ведет к маленькой речке, где можно искупаться. Вот здесь даже у них есть мушала. Мушала даже есть. Все заброшенное, все немного пыльное. И вот эта тропа ведет куда-то, возможно, к водопаду. Сейчас пойду прогуляюсь по ней. Что-то ехать по ней мне неохота после вот того прошлого вечера. Ехать мне по ней пока неохота. Но там она, может быть, будет получше. Но сейчас ночью был дождь. Полночи был дождь. И поэтому сейчас везде слякоть, грязь. И мне нужно ждать, пока все высохнет. Потому что вот этот подъем очень крутой. И он глиняный. Он налево уходит. Вот такая речка, где можно воды попить. Можно искупаться. Уходят джунгли. Вот такой потрясающий вид здесь. И здесь находится очень красивый водопад Силима. И сейчас немного подсохнет дорога. Скоро поеду туда, съезжу. Там около 4 водопадов вокруг долины. Но там дорога не экстремальная, там дорога нормальная. Только пешком надо будет идти. А здесь жуткая дорога. Приезжайте на Суматру. Это северная Суматра. Рядом с городом Паданг-Сидампуан. Вот здесь я провел одну ночь. Потрясающее место, никого нету, только 3 фермера прошли в ту сторону собирать плоды пальмового дерева. Вот здесь никто не живет. Вон там еще в 5 минутах ходьбы отсюда есть домик, но он в более уставшем состоянии. Там даже наверх подняться немного проблематично. В общем, гниловатый домик.
И сейчас я возвращаюсь обратно на главную дорогу, до которой практически 4 километра ехать. И я хочу попробовать без рюкзака, без большой сумки доехать до верха. Потому что эта дорога очень должна быть скользкая. Потом вернусь, сумку заберу и поднимусь наверх. Потому что там одна глина. И думаю, будет с сумкой проблематично подниматься. Вот, теперь отсюда можно будет легко выехать дальше. Только сначала надо спуститься за сумкой. Сейчас быстренько сходим и поедем дальше. Сумка привязана. И я готов подниматься обратно наверх к водопаду Силима-Лима. Дорога предстоит очень опасная. И практически только вверх. Надеюсь, мы успешно поднимемся. Опять в сторону уносит. Сука.
веселое препятствие. Вот оно, самое веселое препятствие. Это подняться вот на этот мостик. Или по этому мостику подняться наверх. Какие-то собаки бегают. Главное, газу побольше, едем. Водопад Усилима Лима. Ура, мы выехали.